Друзья, мы очень долго смеялись над вещественными доказательствами, которые предоставили сторона обвинения, штаны росгвардейца. Якобы напал Александр, Ботасом ему сделал, порез, да? Там вообще смешно так, там такая смешная ситуация. Получается, в задней части штанов очень много дырок, с передней 2 дырки. В общем, короче, это анекдот, они. Это целый реальный анекдот. Так как надо было защищать свою честь и достоинство. Да, Ботас не признали холодным оружием. Он вообще как бутафорская, да, такая вещь, потому что он не наточенный, конец у Ботаса тупой, загнутый, поэтому им невозможно что-то там, какие-то порезы сделать. Вот, на видео было четко видно, когда росгвардейцы задерживали Александра, там считанные секунды буквально, раз и все, они вот повалили. То есть, когда там было наносить удары, это остается загадкой, откуда придумали эту выдуманную историю со штанами, что он напал на него. Короче, много очень вопросов по этому уголовному делу. Сегодня что получилось? Защита молодцы, отстранили прокурора за то, что она в свое свободное время вот проявляет такое рвение, приходит на работу, да, на заседание в Якутский городской суд, находясь в отпуске. Естественно, у нее потребовали, отзыв, да, на работу или что-то, документы, направления там. У нее ничего не было, никакого документа, поэтому ее отстранили и попросили заменить. Пришел другой прокурор, и он даже не ознакомился с делом. Вот сразу приступил. Вот такое у них рвение в работе. Спасибо Алексею, он всегда нас держит в курсе. Мы держим кулачки. Сегодня тоже судебное заседание в кассационном суде во Владивостоке. Вот ждем новости от Алексея. Все. Да. Судебное заседание завтра в 9:15. И мы там будем. Мы в качестве свидетелей. Все. Зачем кричать, когда никто не слышит, о чем мы говорим? Мне кажется, что мы давно не живы, зажглись и потихоньку догорим.